19 февраля исполнилось 75 лет со дня гибели великого татарского поэта и воина Фатыха Карима. Это событие широко отмечалось и в Казани, и особенно в Калининградской области, где и погиб Фатых Карим. Лейля апа Каримова, родная дочь Фатыха Карима, тоже была в составе делегации, которая посетила Калининградскую область в эти дни. Лейля, подскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления? Что запомнилось, что было примечательное? Ну, впечатлений очень много, очень много. Во-первых, было все прекрасно организовано. Наша поездка и встреча, все было изумительно, почти не к чему придраться. Действительно, там люди относятся с огромным уважением к памяти вообще погибших воинов, ну и к Фатыху Кариму. И интересно то, что я познакомилась, повезло, что я познакомилась с представителем татарских обществ всего Северо-Западного федерального округа. Представителей было очень много, и из Мурманска, и из Архангельска, и из Ненецкого, и из Коми, и из Белоруссии, из Литвы. В общем, очень-очень много представителей было. Они приехали для встречи? Они приехали в рамках столетия, да, с нашим руководителем, да, Василий Габидгаязович возглавлял нашу делегацию. Везде мы были вместе, вот первые 2 дня. И 19 февраля, и 20 февраля посетили и место гибели Фатыха Карима, и место его захоронения, все вместе. Там звучали стихи, все было прекрасно организовано, возлагали цветы и венок от Конгресса татар. Эти татарские общины тоже прониклись. Да, они, да. Наверное, знали, конечно. Они знали, я повезла книги, и почти всем эти книги подарила. То есть еще ближе, чтобы они ознакомились. Они очень удивлялись, что вот, сумели вот так вот все вместе собраться. То есть очень теплая встреча была. Посетили самые памятные места в Калининграде, связанные вот с победой Восточной Пруссии, с битвой Восточной Пруссии. Затем было очень красивое такое, знаете, вечером собрание уже в зале историко-художественного музея, где пришли почти все татары Калининграда и Калининградской области. Это уже в рамках столетия было. Столетие ТССР, да, столетие ТССР. Там и знамя юбилейное на сцене стояло вместе с флагом России, Татарстана, юбилейное вот это вот знамя белое, где все представители прикалывали свои знаки своих регионов. Это было очень красиво, очень интересно, и вообще такое радостное, хорошее настроение было. Нас принимал губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов. Самое интересное было, это что я в Калининграде посетил детскую центральную библиотеку. Это изумительная, красивая библиотека, настолько удобная для детей. Там залы и для маленьких, и для среднего возраста, и для старшего возраста, отдельные залы. Все прекрасно оборудовано, столько книг. И они подготовили, вот 25 февраля, это было телемост. Центральная детская библиотека и Казанская центральная библиотека, которая находится, по-моему, на улице Вишневского, установили телемост. Ну, ребята были уже заранее оповещены, они, конечно, подготовились, были вопросы, которые задавали и калининградские дети казанским детям, и казанские дети задавали калининградским детям. Все касалось истории, жизни и судьбы Фатыха Карима. В основном связано с его биографией. Какие его стихи. Ну, наверное, готовились учителя, там, наверное, библиотекари, все это было подготовлено. И вам тоже пришлось? Да, но я вносила поправочки, И в Казани, к моему, вот, очень приятно было увидеть в библиотеке Рамиля Сарчина. Который несколько книг издал. Да, об этом говорилось, и он эти книги показал, и в Калининграде есть эти книги. В Калининграде есть эти книги, потому что я всегда стараюсь, чтобы книги везде были. Вот. И очень интересный был телемост. Ну, там немножко со звуком так вот немножко не ладилось, но все равно было очень интересно. И я даже удивилась. Один мальчик калининградский ответил на очень трудный вопрос. Даже я сама затруднилась бы на него ответить. Вот что в детстве читали в семье Фатыха Карима. И всеобщее молчание. И вдруг Пал Палыч, он назвал себя, говорит, Саксу. Представляете, даже вот такие вот тонкости, которые вот, ну, не каждый заметит и не каждый придаст значение. Саксу, да, вот Саксу, да, то, что мама читала вот, детям в семье. Вот. А на следующий день уже в этой же библиотеке
был литературно-музыкальный такой вот вечер или такое мероприятие с приглашением писателей Калининграда, старшеклассники, кадеты, курсанты там были, школьники там были. И вот также вот они и сами подготовили, и песни на слова Фатых Карим пели, и народные татарские песни пели, вот, и стихи читали, но и я выступала там, конечно, с рассказом. Вот очень теплая, дружественная встреча была. А на следующий день, когда про все это узнал уже глава Совета депутатов Калининградского округа Кропоткин Андрей Михайлович, он нас пригласил к себе. У нас тоже была очень теплая беседа. Он некоторые факты из жизни биографии Фатых Карима не знал, но все расспрашивал подробно, подарил мне огромную такую книгу «Герои Янтарного края». Он очень много сам пишет, интересно пишет, издает книги и дарит их библиотекам, школам, вот, руководителям разных организаций. То есть такой творческий человек интересный. И спросил меня: вы точно приедете 9 мая в Калининград? Я говорю: я обязательно приеду. Я вам подарю еще одну книгу «Герои битвы за Восточную Пруссию». Сейчас она готовится, макет показал он. Очень много он издает, очень много пишет. И все это дарит библиотекам и школам. Вот это замечательно просто. То есть там интерес, память о Фатых Кариме там живет. Февраль 1945 года, да. Буквально за 3 месяца до конца войны, в одном бою, получив 3 ранения, представленный к ордену до этого. Вот Фатых Карим погиб, но вот это событие все более значимым становится, все больше людей знают. И это же хорошо, что подвиг и поэтический, и воинский подвиг нашего земляка и татарского поэта, вашего отца, как-то живет в сердцах лучших. Вы в этом убедились. Да, да, да. Особенно вот татары города Калининграда, они просто, вот знаете, стихи знают уже наизусть, и все время просят. И у нас были вечера, уже в семьях приглашали, и там мы читали стихи Фатых Карима, и они все больше и больше проникались вот, красотой его стиха. И вы, видимо, там испытывали то место, что вот здесь отец. Но меня это никогда не покидает. Вот все время, он где-то рядом. Да, 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 рядом, конечно, видели, да? конечно. Потрясающе. Вот такое интересное, важное, трогательное, пронзительное событие произошло. Они мне такими эти в Калининграде, в Багратионовске, Владимирово в селе. Да, во Владимирском музее были. Потом в воскресенье ездили еще раз в Багратионовск, еще раз в библиотеку. Вы даже остались после завершения этих мероприятий на неделю, остались специально еще потому что времени не хватало, с друзьями побыть, и даже вместе с отцом. Да, в библиотеках еще были, в гостях были, и в мечети были, и где мы только не были, и в Пятый форт смотрели. И захотели, и там задержались, одни остались. Да. В гостях студии «Дынья» была дочь Фатыха Карима, Лейля Фатыховна Каримова.